Гафира Латыповна Тенгрибердина, родом из Баймакского района. Ее детство прошло в годы революции и гражданской войны, а молодость застала Великую Отечественную. Родившаяся в разгар Первой мировой войны, Гафира Латыповна стала свидетельницей многих событий и изменений в стране. Пережила голод, холод, разруху. За жизнь длиной больше, чем век, повидать ей пришлось немало. Тем не менее, героиня сегодняшнего дня сумела сохранить в себе душевную простоту и даже хорошую физическую форму. Во время войны работала на тракторе, бралась за любую работу. Еще до замужества успела переделать много дел. Вышла замуж, вскоре мужа забрали на войну, а я осталась дома с 2 детьми. Мужа Гафира Латыповна больше не видела. Незадолго до Дня Победы он погиб на полях сражений. Женщина хранит верность мужу по сей день. Одна вырастила 2 дочерей. Старшей сегодня 79 лет. Она живет с мамой. Мама работала прицепщиком на тракторе, затем трудилась на таку, сортировала зерно. Оттуда и вышла на пенсию. А еще Гафира Латыповна долгое время держала уразу. Исключением стал только нынешний год. Виновницу торжества со значимым событием поздравили представители городской администрации, Сипайского филиала Республиканского центра социальной помощи населения. Уважаемая Гафира Латыповна, от души поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся поколением Великой Отечественной, на долю которой выпали и серьезные испытания, и великие триумфы. Вы никогда не боялись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом создавали богатство и мощь страны. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодня самое главное богатство нашей героини – это 6 внуков и 10 правнуков. Чтобы дожить до столь почтенного возраста, Гафира Латыповна советует правильно питаться, сохранять душевное спокойствие в житейских передрягах и быть в постоянном движении. Луиза Мустафина, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.